В эфире новости, в студии Луиза Хатуева, и коротко о главных событиях к этому часу. Лишение водительских прав и крупные штрафы. Помогут ли административные меры в борьбе с нетрезвым вождением? В ГИБДД обсудили профилактику ДТП и пригласили тех, кто не внял призыву властей. Посевная кампания набирает обороты. Имеется в наличии и техника, и необходимое количество горюче-смазочных материалов. Под озимые культуры в этом году отвели более 100 тысяч гектаров земли. Более 60 молодых пар связали себя узами брака. На минувшей неделе состоялись масштабные свадебные торжества. Наступает один из высокочтимых дней мусульман Ашура. Он выпадает на 10-й день запретного месяца и является самым ценным днем месяца Мухаррама. Также он считается временем знамения и милости Всевышнего. По современному календарю начинается сегодня ночью, и тем, кто будет завтра держать пост, будут прощены грехи за прошедший год. Мусульман Чеченской Республики с днем Ашура поздравил и муфтий Чечни. Мархибут Рамадан бут табел чултях. Марха барц эггир безог бош бол бут. Har Muharrem bút bushun elshna alayhi salatu wasalam del bút bushun elti tügür sual. Lamaz yaq del periz dadal choltiha dezoldo что lamaz bu yuq yağına çıxayana yoqış halayatında что lamaz duşun elshna alayhi salatu wasalam. O batchu Ashura de do Ashura de hude do elchi har bot habol berjdein sa itlo dol de do is. Vay huda diest aq del vezerah del elçi vezerah aleyhissalatu sun düz oluş bezerah del gergarna bezerah sowdolş del akhirah sowdolş amal ibadati sowdolş aq marha qobş del hahwaş salavat duha dorkş ona elçi salavat dilş dezghileral sow qi yezaç qenço adilş qi dezo qi duha yal hulwayn aq ish del hahwa sowdolşa aq amal ibadatash دعورد خوي دال مولا إبوا ببيزا خوي بس خلوش دال إيمان شوها إسلام شوها إحسان شوها نسدويل وي شاوية زريح شخير ريح شيء إلش بيزريح عليه الصلاة والسلام إلشن عليه الصلاة بديزولش بيزريح أصحابش بيزريح ديل جرجنا بيزريح ديل رئيس خيلسان صودوخيل وي دال بس خلوش دال ودني آخر دال ديق الدويل. В преддверии священного дня в мечети сердца Чечни собрались сотни богословов, которые совершили религиозные обряды, приуроченные этому знаменательному событию в жизни мусульман. سحق أهدئنا بايمرير عليه الصلاة والسلام اشتو إلر أرديتنا تيبنا نيقش كأهدئن حديث دو إدر رجي وتحديث نيقش وشاخ يخش شيئته عمل مجردوش إتوش مجردوش حديث إذا العالم ناخ تندي دي مذهب جاكوش باش عالم ناخه ميل أحدشون ديك دوشون قال ليرشو عاشوراء إتولوش ديناح شي دوز لها دارتsa madartsa duhartsa nisqoch barmeha shorto yer barto yer disen cher dinashka Allah дар он барто yer маюрисханга. Богословы отметили в своих молитвах и рождение сына в семье главы республики, в честь которого также прочитали Мавлид. نخشي قوم بتشح تامدين رمضان حجينا كنتنا عبد الله تيوش وق قونا دنيا شو يالوين الحمد لله نخشي قوم بسوم ناخن بقى بويز وسخل واتش الله داله بسوم ناخن نخشي قوم بركتي وش شيء داسن شيء داسن إشته نخشي قوم نادينا سلاح خلرته بركتي خلرته داله دقوا خويل قز
После завершения религиозных мероприятий небо Грозного озарили огни грандиозного салюта, который был приурочен ко дню Ашура, а также рождению сына семьи Рамзана Кадырова. Коллектив ЧГТРК «Грозный» поздравляет с рождением сына всю большую и дружную семью Кадыровых, родственников и всех тех, кто разделяет эту радость в своих сердцах. Желаем внуку первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова долгих лет жизни, крепкого здоровья и многочисленных свершений на протяжении своего жизненного пути. Далдей Калвойлис. В ГИБДД прошло совещание с участием недавно назначенного руководителя оперативного штаба по снижению ДТП Магомеда Даудова и министра внутренних дел Руслана Алханова. Они подвели промежуточные итоги усиленной работы дорожной полиции и других подразделений МВД. На встречу также пригласили водителей, задержанных за нетрезвое вождение. Подробности у Исмины Гацаевой. Все эти люди представляют угрозу для участников дорожного движения. Только за 13 дней на территории республики зарегистрировано 147 случаев управления транспортом в нетрезвом состоянии. Употребление спиртного уже само по себе не дозволено мусульманину. Если в пьяном виде водитель садится за руль, это уже двойная трагедия, подчеркивает Магомед Даудов. وشون تلویزیون چه عدیوش خش دست دیان مگر دست چون تعذر دی دوشون پسیس روگستی زکونه دیان باش خش دست خش دوشون مثلا اون مالوش دیان شيء الناني اولش دوه قرق دیان شيء الناني اولش قرق واش اراد ولا دیان تو نه تقبیو دیان اش ایبین نیست صح دالی شو تصير بقي نشو يورت قيديش وغاوي دیان دلا حتران قامون دي نوما داتر تصغوش ني خلدهم در اولي اش نشونيه كارتا دو استقديون أشوين استقديون بيرش خل إيش ديون إقاب أتو بولش ديون شو حلخل شو أرادولي شو ويبتش حنيدا ديون شو خدياتي سمرتني شو دوخش ديون يحتريت شون هاديون خز ما دات وينوخ شو أتو شو ما دات شو كيجي دات ودريجي ديون سانوخ شدو دوي بقى ديون شو يوقع ديون وجرجل مش أخ دويل درج ديون شو دريجي ديون هو قلتش بول هو قاوي تجي ديون سات أول جرجل ناخذ دوخش ديون شو تصدي زر ما دات شو داخيت يا شو وقت صدق دات شو داخيت بس اليوم هو دي شو صوت دات تدي عشان شيء دي أبوه بيد شيء توبة ده لا مقلع ديون تان الدين عدين ده الشيطان لا ما بي قارب شيطان كريوش شو قارب ملول تقديون تو شيء لو قدرش دسين نتر دو قصر ده لا مقلع سوي بعني عديونا سيدوزل خولش كتور باتس سيدانا أنا خولش كتور داتس ناخن ظلم دي داتس بوسو تجن ظلم دي داتس والله ديون قارب عامل تجوين ولا تجدون دالتون يش داش داتشون هون أجدونا بوسول تجوت وبينه بوسول تج بيحك بورش شيء غلقن أروال ولا تجا شيء مودي ألقدين شيء الملرمل ديونا بوسول تجوت وبينه Рейды на дорогах региона проводятся круглосуточно. В них задействован весь личный состав ГИБДД и другие подразделения правоохранительной системы. 147 преступлений. Нигш, ластирш был, да, по арзун втитер. Шашли борош, да, гражданство нахбой бор. Ой, почему да именно табух что ларлуш ларш, да, правила дорожного движения лари харш, низом лар бахар, бо постоянно движется и терроризм, постоянно днем и ночью. Но тем не менее 147 ночек антигенты мудуш, он ночью чаштуш, да, мы станахештуи. За неполные 2 недели работы оперативного штаба по снижению аварийности на дорогах Чечни под руководством Магомеда Даудова выявлено более 4000 нарушений различного характера. На штрафстоянку доставлены сотни единиц автомашин. именно нарушение духдек хантя хулшу малар вай билгалдахна маламел диона зарулом хи арвалар именно светофор соларьер изи дакиш банем баханду так иш диона скоростной режим соларьер
Нет, я диана. Искоростной режим ларичи, световор ларичи, щит, а не правил холк диан. Культура вождения ол шумдук диан. И целарьер. هناك ويجي سيري ويجي ديري ويجي روشي ديانا شاد ديانا не бич ол шумдук не снорчи мата диана и яхьеч тагу. Особое внимание Даудов поручил уделить водителям большегрузов. Именно они, пренебрегая правилами дорожного движения, перевозят сыпучие строительные материалы, часто мешая проехать другим участникам дорожного движения. Астен диана начальник гаишк диана дигардар якки машин шуи сутя белашбар. هنا الشحوني يقول دعسوا يتشينها خيلهم حلقة الويتش مشي يقول كما استيقظ ديانا تسوتي يجغ ليلي بيسوك ليليز اي اسوالت ميلبو عينايش تي عيوشو مشان ديان اي شويتش ديان يقي ديانا ستريت ان فيلم شيليرش ديان гаражиш руководитель белер башкулячын именно диана итай яқи машинш филмш يلا كيقول قايديان أوارين اثنيات يعديان لازين خليلي بروست أواري خليلي ديانا استجي سبروس يوريوشون هنا ديانا تسون قاديز شا ديانا كما زرو اليوم خاين أرول شولتاج إيميل واتس قاديسون شي كنترول خليز عيرين بزا كونو خليه شو ديانا جراجي ماشي عيرين أريوقشنا إيميل واتس قاديش دو تون دولني يوستر بارمي قاتشز ديانا تاك ديان بريفيرتين ديانا تون إيمن медицинский ديانا أسفيديتلستوا ديانا أروالي تويشوي ديانا. Ну а нарушители, привлеченные к административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии, могут лишиться водительских прав сроком до 2 лет. Также им предстоит выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Ясмина Гацева, Магомед Мударов, Денис Хавхаров. Новости. Назначен новый начальник управления Министерства юстиции России по республике. Им стал Масхуд Таймасханов, ранее руководивший региональным управлением Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. На официальное представление приехал руководитель администрации главы правительства Ислам Кадыров. В собрании принял участие и директор департамента государственной службы и кадров Министерства юстиции России Сергей Болтков. Отмечу, кандидатура Таймасханова на эту должность была предложена главой Чечни и в последующем одобрена руководством профильного ведомства. Таймасханов поблагодарил руководство Минюста России за оказанное доверие и отметил, что сделает все необходимое для решения задач, стоящих перед ведомством. Это знаковое событие. Новый руководитель. Мы от него ожидаем достаточно серьезных подходов, серьезных решений по выполнению тех задач, которые стоят в целом перед Министерством юстиции. В преддверии благословенного дня Ашура Чеченская региональная общественная организация «Иман» провела благотворительную акцию для детей-сирот и малоимущих жителей республики. Для собравшихся были накрыты столы в одном из столичных ресторанов. Здесь же артисты коллектива «Аннур» исполнили для них свои лучшие нашиды. Напомню, Ашура приходится на 10-й день месяца Мухаррам, который верующие проводят в поминании Всевышнего, а также держат пост. Кроме того, в преддверии важного для мусульман дня девушкам, изъявившим желание покрыться, организаторы подарили комплекты женской мусульманской одежды. Худич Бахахар Дарти, дал Гудизер Дарти организации совместно с администрациями Октябрьского и Грозненского района. И что для Болхбящин мероприятий. В республике продолжается посев озимых культур. На сегодняшний день уже вспахано более 85% гектаров земли. Сельскохозяйственные организации Чечни используют семена собственного производства, что не только упрощает работу, но и сокращает затраты. Репортаж из Наура Заурбекова. Посевная кампания озимых культур республики стартовала еще в сентябре. 19 тысяч гектаров земли из запланированных 104 уже засеяно. На сегодняшний день идет подготовка, предпосевная подготовка, пахота под осенний сев. Вспахано на сегодняшний день 89 тысяч гектар, 89,5 тысяч гектаров или 85,5% уже вспахано.
идет и предпосевная обработка. Семена под осенний сев заготовлены собственного производства 100%. При потребности 23 тысяч тонн у нас имеется даже больше, чем требуется семена. Имеется в наличии и техника, и необходимое количество горюче-смазочных материалов. Техника практически вся готова. В Алханкалинском госхозе 500 гектаров пашни отвели под пшеницу. Почти половину плана здесь уже выполнили. В данном совхозе это у нас госхоз Алхан-Юртовский. У них по плану 500 гектаров озимых. Из них 200 гектаров они, как мы сегодня видим, уже засеяли. И обязуется, планируется, что тоже до 25 октября они закончат сев озимых культур. Предварительно зерно обработали специальной защитой от насекомых. Также посевы будут удобряться минералами, которые позволят получить здоровый урожай. Посев озимых культур республики будет закончен уже к концу этого месяца, а с начала лета следующего года уже можно будет собирать урожай пшеницы. Из Наур Заурбеков, Шеремин Саламов и Зелимхан Закаев. Новости. Детский оздоровительный лагерь на окраине Сержень-Юрта уже следующей весной примет первую смену школьников. Строительство круглогодичного комплекса близится к завершению. Административные блоки и жилые корпуса практически готовы. Ход работ проверил исполняющий обязанности министра труда Чечни. Мухаммад Ахмадов отметил, что этот детский лагерь должен стать одним из лучших на Кавказе. Здесь будут созданы все условия для комфортного пребывания и отдыха школьников не только из Чечни, но и других регионов России. На нескольких гектарах развернется целый комплекс сооружений. Столовая, 2 крытых и открытые бассейны, жилые корпуса, амфитеатр, мечеть, спортзал и множество спортивных площадок. В сезон лагерь сможет принять одновременно более 300 детей. Впервые в республике появилась возможность лечить психические заболевания детей. В республиканской психиатрической больнице селения Дарбанхи открылось детское отделение. Новое здание построили на месте разрушенного в военное время больницы. Оно оснащено всем необходимым для маленьких пациентов. Одновременно здесь могут лечиться около 60 человек. Сегодня у нас открывается отделение детское. И все это благодаря президенту регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, Айман Несиевна Кадырова. Спасибо ей огромное за эту поддержку, за это внимание. На открытие детского отделения приехал заслуженный врач России, профессор кафедры психиатрии и психологии Ставропольского государственного медицинского университета Игорь Боев. Отмечу, что в Чеченской республике более 1000 детей нуждаются в психолого-психиатрической помощи. Теперь каждый пациент получит надлежащее лечение. То, что сегодня в Чечне открылось такое отделение, но это не просто огромная помощь, это база для методической помощи детишкам, подросткам. И когда ребенок находится с отцом или с матерью, с бабушкой или с дедушкой в отделении, то эффект терапии во много раз выше. Потому что он чувствует не только любовь близких, родственников, но он чувствует и любовь персонала. А у вас здесь удачное сочетание такое. Здесь работает персонал чеченцы, нагайцы, русские, дагестанцы. Вот, это конгломерат такой национальный. И когда ребенок видит, что ему помогают все, ему готовы помочь все нации, все национальные, он понимает, что он в этом мире не одинок. Потому что у детей главная проблема, которая часто возникает в том, что они одиноки. В ГГНТУ прошла научная практическая конференция, приуроченная ко Дню финансиста. Помимо студентов и преподавателей, на встрече присутствовали исполняющий обязанности министра образования республики Исмаил Байханов и руководитель управления Федеральной налоговой службы Мовсар Цамаев. Подобные встречи здесь проходят уже 4-й год по инициативе Министерства финансов Чечни. В своем выступлении руководитель ведомства Усман Расуханов подчеркнул, что обеспечение сбалансированной налоговой системы в субъектах страны становится актуальным для регулирования процессов формирования и использования финансов региона. В завершении встречи отличившимся в работе преподавателям вручили ценные призы.
Столичные власти призвали горожан оплачивать потребляемые ресурсы и погасить образовавшиеся задолженности. Причем мэр Грозного лично показал жителям наглядный пример, побывав в ЕРКЦ Грозного и оплатив свои счета за коммунальные услуги. Напомню, в регионе с целью повышения платежной дисциплины по поручению главы республики создан оперативный штаб, целью которого является сбор задолженностей за ЖКУ. Есть люди, которые вовремя не платят, более того, взносы неплательщиков, которые помесячно, месяцами, годами даже некоторые не платят. Соответственно, это проблема и для города, и для коммунальных служб, потому что тем самым они тормозят улучшение качества предоставляемых услуг и ставят под угрозу вообще предоставление этих услуг. Я призываю всех вовремя оплачивать задолженность за коммунальные услуги. Рубрика «Наш район» радиостанции «Грозный» продолжает решать социальные проблемы граждан. Очередной выпуск программы состоится уже сегодня в 17:00. На этот раз озвучить проблемные вопросы смогут жители Шаройского района. В прямом эфире на них ответит глава администрации муниципалитета Рамазан Магомадов. Свои вопросы и предложения, касающиеся развития района, вы можете присылать уже сейчас через мобильное приложение WhatsApp, номер которого вы видите на экране. Насколько наша передача стала популярной, может судить о том, сколько звонков, сообщений к нам приходят, спрашивают, когда будет глава того или иного района. У нас 18-й выпуск передачи, мы уже подходим к концу, районы уже заканчиваются. Эта программа помогает выявить проблемы текущие в районе, помогает людям донести свои какие-то вопросы, проблемы до глав администрации. Благодаря этой программе они были решены. В Старопромысловском районе столицы открылся новый спортивный комплекс. Под открытым небом созданы условия для игры в футбол, волейбол и баскетбол. Также у местной молодежи появилась профессиональная площадка для занятия стрит-воркаутом, популярным уличным фитнесом. Комплекс построен на средства регионального общественного фонда имени первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В честь официального открытия здесь прошли товарищеские турниры между активистами общественных организаций. Победителей наградили денежными призами. Ахмат Хаджи фонде дона, она осталась динамикой. Сандина хазбешан лоза, акашей, спортил аучая дона, условия создать новые ока, окарбагор баркал дедрес албошку пачан. Более 60 молодых пар в республике связали себя узами брака. Масштабные торжества состоялись на минувшей неделе. На праздник могли прийти все желающие. Затраты на проведение свадеб для малообеспеченных семей взял на себя региональный общественный фонд. Поздравила молодоженов и моя коллега Хава Идеева. Провести столь значимое в жизни молодоженов мероприятие было решено в одном из самых красивых уголков Чечни – культурно-этнографическом комплексе Ширабена-Юрт. Молодожены проживают на Жаюртовском районе. Здесь подобное событие проходит впервые. Масштабное торжество, соединившее 11 пар, организовано при помощи регионального общественного фонда. Семьи, выбранные крайне малообеспеченные, без фонда бы нам никак бы не удалось, мы не смогли бы организовать такое мероприятие. Большая свадьба стала праздником не только для молодоженов и их родственников, но и для жителей всего Нажаюртовского района. На столах национальные блюда, а для желающих поучаствовать в лозере оборудована специальная площадка. Нашиды на арабском, чеченском и английском языках прозвучали в исполнении солистов детской студии «Ихсан». رمضان سيشي كنت نسخل دارين سيشي دوكيت ديل ريس خلعون قوين شعنان أيماننا النوشي شيوتا يقع خز يقع ديل ريس خلعون دال عال شوالها دال دوك ديك دويلها. Поздравив молодых и Кази Грозного, советник главы Чечни Магомед Хатанаев. Berkte Allah deli diye kardeş. Vay tehvettin vaşwal, vay kügel ho, vay pacha. Berkat duhar. Vay pachi berkat khilar tun taashiyek wayat tun dals tu gaitin masal duhar. Duhar, ghilchan, gaddanchan, etwa bolchan. Khil tagan ghodyash, na wastaldiash. Необычная свадьба привлекла внимание и гостей из соседних республик. Для них это еще одна возможность узнать поближе культуру и быт чеченского народа. Я когда впервые приехал, я просто был в шоке.
Когда вот все это увидел, все, что сделано с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, понял, что все невозможно, это возможно. Я первый раз вот на таких мероприятиях. И вот я, честно сказать, очень удивлен, потому что в Дагестане такого я никогда не видел. Я понял, что Рамзан Ахматович Кадыров является истинным патриотом государства, истинным патриотом своей республики и, самое главное, патриотом своего народа. За счет общественно-регионального фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова 10 пар отметили свое бракосочетание и в доме торжеств «Шелковый путь» города Гудермес. Поздравить молодых прибыли и официальные лица. На протяжении всего вечера звучали нашиды, а праздничную атмосферу дополняла вайнахская лезгинка. Региональный общественный фонд уже не первый раз оказывает материальную поддержку молодым людям из малообеспеченных семей. Только за последние 10 дней, благодаря помощи фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова, создано более 60 молодых семей. Хавая Адиева, Лариса Джабраилова и Луиза Юнусова. Новости. Всеобщее достояние и гордость жителей Чеченской Республики. Исторический город Грозный становится площадкой проведения культурных и спортивных мероприятий мирового уровня. Поучаствовать в них изъявляет желание все больше гостей, причем едут из разных уголков мира. С очередной группой туристов встретилась Тинатин Музашвили. Я приехала из Уфы, это Республика Башкортостан. В Грозный меня побудило приехать наше знакомство и наша совместная работа с нашими студентами. По их примеру я могу делать выводы о том, какие замечательные молодые люди взращиваются в вашей республике. Очень много людей все-таки мечтают увидеть все, что видели по телевизору, и теперь очень много людей хотят увидеть это воочию, что действительно это все вот так, что действительно город развивается, растет, и я думаю, что большое будущее у города. Вы знаете, у меня сегодня день рождения, и я решила в этот день пригласить своих подруг и отпраздновать свой день рождения именно здесь, потому что это была моя давняя мечта — попасть в этот город. Я восхищена этим городом, просто восхищена, потому что я не ожидала, что здесь так красиво, так чисто. Давно хотела посмотреть на это чудо. Наконец-то удалось. Восхищение очень понравилось. Культура очень нравится ваша. Мне нравится, как одеваются ваши девушки. И очень много красивых новых зданий, современных. В то же время сохраняется какой-то национальный колорит, то, что для туриста самое важное, наверное. Я с Крыма приехал, впечатлений масса, конечно, остается. Буду рассказывать в Крыму, когда приеду, товарищам, знакомым, друзьям. С семьей, возможно, приеду сюда. Я приехала из города Ханты-Мансийска. Хотелось бы выразить благодарность главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу. Ну и что хотелось бы сказать? Так держать впечатляет абсолютно все. Не только масштаб строительства. Приехала я с Урала, где у нас сегодня, кстати, снег выпал. И уже -5, да? Представляете, как у вас здесь шикарно, обалденно, честно говоря. Много слышали о вашем городе. То, что увидели, это превзошло все. В восторге просто. Когда залезли на обзорную башню, очень красиво, просто фантастика. У меня давно таких эмоций не было, вот как сегодня, потому что, наверное, только любовь, дружба и преданность, и еще уважение к традициям, которые были, да, могут вообще возводить города заново. Готовность к труду и обороне молодых людей в Грозном проверили массовым забегом. Маршрут участников пролегал по центральным улицам столицы. В марафоне приняли участие и жители других регионов. Все подробности в следующем сюжете. До начала забега считанные минуты. Небольшая разминка и вот сотни спортсменов уже стоят на старте.
Центр города превратился в 3-километровую беговую трассу. 350 студентов со всего Кавказа устремились к финишу в лучших традициях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Для большинства этот марафон не погоня за призом, а проверка собственных сил. Здесь каждый участник показал – молодежь России за здоровый образ жизни. Лидером марафона изначально был студент Чеченского госуниверситета Ислам Атабаев, который сразу после старта вырвался вперед, оставив позади соперников на несколько десятков метров. Однако буквально в паре шагов до финиша его уверенно опередил бегун из Северной Осетии Торнике Биканишвили. Первое место досталось гостю. Всегда, если я участвую в забегах, я на концовку оставляю еще какие-то силы, чтобы я прибавил в конце. Это мне помогает побеждать. А соперник, которого я обогнал, на самом деле очень сильный пацан. До конца со мной держался. И спасибо ему за хорошее соревнование. Хочу поблагодарить организаторов. Я перевираюсь в Чечне, в Грозном. На самом деле очень хорошее впечатление за эти 2 часа. Очень гостеприимная республика. Второе место досталось Исламу Атабаеву. Спортсмен признается, пришлось уступить, потому что он растратил силы еще в начале. Вначале холод был очень. Сейчас дабы сейчас освал, бегнет дабы лет я лето. Холодно, с водой ценится лишь с освал. Вначале все силы истратили. Наверное, так суждено было, что я вторым приду. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» набирает все большую популярность по всей стране. Он зародился еще в прошлом веке. Сегодня ГТУ уже в модифицированном виде стал эталоном здорового образа жизни. ГТУ – это хорошая традиция, причем традиция заложена намного раньше, чем мы думаем. Наши дедушки с 1931 года участвовали и были приобщены к этому комплексу. Он, конечно, видоизменился. Про сегодняшний забег могу сказать, что это хорошая традиция, потому что этот забег уже традиционный из года в год. И тот уровень и количество участников, которые приезжают сюда, а тем более приезжают сюда с соседних дружественных республик, это, конечно, очень правильный, как сейчас модно говорить, тренд. Участников марафона поздравили представители Министерства по делам молодежи. Тинатин Музашвили, Шамиль Саламов, Зелим Закаев. Новости. Победителей турнира Гран-при Ахмад-2016 и первых чемпионов лиги WFCA Саламу Абдурахманова и Салмана Жамалдаева чествовали в их родном селении Гойты. В честь победы односельчан в местной школе администрация района организовала праздничное мероприятие. Собравшиеся выразили слова благодарности за своих односельчан и сфотографировались с победителями. بإحنا أعمد حاجة ترى خربوز تأخموي خربوز داخر سون دوزل خيطر أعمد حاجة ترى خلرا ردنا إسا ليجا يور أسخوزع ويجرة ترسون دوزل خيط نال مغلا حر مخول دون دعسة دالا أروج على مخل لحظة عوصة دخوي. أروماجي دا ديش واتر يورت داس لواس ديلا يتمسخي بدك إلياتها. دلريس خلقنا والدنا عبد الرشيد. آدمنا أدل غنا وقيوتين دلريس خلال ودرموسنا قانا هقول الميرابياتيرنا. А это все новости к этому часу. Спасибо, что были с нами и всего доброго.